Синьцзяне оккупационные китайские власти полностью отгородили деревню с населением 13 500 человек, контролируя их передвижение, поставив под 24-часовое наблюдение и ограничив доступ к единственным воротам как для жителей, так и для транспортных средств. Осада села Чулукай в Гульчанском районе или Казахской автономной области, примерно в 650 километрах к западу от столицы региона Урумчи, является очередной попыткой властей с 2000-х годов шпионить за уйгурами под предлогом поддержания мира и безопасности в регионе, несмотря на широко распространенные нарушения прав человека в отношении турок-мусульман. Во время недавнего визита в регион репортер агентства France Press задокументировал ограничение свобод сельских жителей в их общинах, особенно в районе Ярканд, провинции Кашгар. Китайские дипломаты пытались помешать проведению на полях Генассамблеи ООН конференции по геноциду уйгуров. Китайские дипломаты предупредили различные миссии ООН в прошлые выходные, что их присутствие на конференции нежелательно. Это имело неприятные последствия, ведь на форуме присутствовало большое количество послов и групп активистов. Бет Ван Шаак, посол США по глобальному уголовному правосудию, назвала письмо китайской миссии в ООН еще одним примером глобальной кампании международного давления против мусульманского меньшинства. Индия готовится построить взлетно-посадочную полосу для истребителей на одной из самых высоких вершин мира, чтобы противостоять китайским угрозам в регионе. Индия планирует построить взлетно-посадочную полосу для истребителей на самой высокой вершине в мире в районе Ниома на востоке Ладака вдоль границы между Восточным Туркестаном и Индией, сообщает «Голос Америки». Характеристика министром иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок, лидера КПК Си Цзиньпина, как диктатора, вызвала негативную реакцию со стороны Пекина. Осудив высказывания Бербок, Китай вызвал посла Германии в министерство. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин объявил в телевизионной программе, в которой участвовала Бербок, что они осуждают ее высказывания о лидере КПК Си Цзиньпине. Назвав характеристику Бербок совершенно абсурдной и выразив глубокое недовольство этим, пресс-секретарь сказал, что это также серьезное нарушение политического достоинства Китая и очень явная политическая провокация. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал важные заявления после антитеррористической операции в Карабахе. Обращаясь к народу после успешного завершения антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе, президент Ильхам Алиев сказал: «Позиция армянского государства вчера и сегодня многообещающая. Надеюсь, что не за горами тот день, когда Азербайджан и Армения решат свои проблемы и подпишут мирный договор». Правительство Японии направило ноту протеста после того, как Китай разместил буи в японской исключительной экономической зоне. Японская береговая охрана недавно заметила китайские буйки возле спорных островов Синкаку у побережья юго-западной префектуры Окинава.